как вчерашний ваш коллега. Я побывал в вашей шкуре и в те времена побывал, когда за каждую копейку надо было сутками трястись, чтобы ее добыть, а потом еще подумать, как ее грамотно использовать. Поэтому я знаю, о чем говорю. И мне кажется, некоторые размагнитились, поверили в то, что их подчиненные могут. Кто такой бухгалтер, чтобы он решал судьбу района? Почему этот бухгалтер после этого работает? Почему он не боится, что завтра глава района узнает о том, что он там в кабинете ни черта не делает и выгонит его на улицу? Кто такие ваши земельные руководители? Они же на коленях ползали, чтобы вы их на работу приняли. Почему это допустили такое отношение к земле? Дороже земли у нас ничего нет. У нас есть населенные пункты, где мы через 5 лет, и уже сегодня в некоторых, сталкиваемся с тем, где кладбища размещать, куда их расширять, где наших стариков хоронить и куда нас самих понесут. Не говоря уже о самой малоземельной республике, как наша, где у нас крохи пахотной земель на душу населения. Где мы не можем развиваться, когда город уже уперся в кизель, когда села срастаются друг с другом. И в этих условиях вы, ваши земельщики, или за вашей спиной, или с вашего попустительства, не совершенно не имеете какого-то этого значения. Хуже, если с попустительством. И еще хуже, если за вашей спиной. Заключают какие-то договора. 49 лет, это что за умничье? Да, федеральный закон позволяет. Но вы же родились на этой земле, мы все. И нам умирать на этой земле, и нам нужно беречь ее. Почему по 4-5 лет земля в руках арендатора не в обороте? Почему на ней никакие агротехнические мероприятия не проводятся? А как только появляется человек, способный что-то на ней сделать, тут же бегает по судам. А вы где, товарищ главный? Я вам миллион раз говорил. Какая бы форма собственности, какие бы там федеральные чиновники не сидели у вас в районе, за все отвечаете вы. И вот если Башманов докладывает о том качестве документов, которые вы подписываете, вы не забывайте, вы ставите подписи. Бухгалтер или инспектор, или кто там у вас, специалист подготовил ответ мне или Путину. Но вы же ставите свою подпись, уважайте свою подпись. И когда нам чушь собачью пишут на обращения граждан, да, их надо проверять. Часто обращения читаешь, дико даешься, откуда у нас такой страдающий человек, посылаешь комиссию, оказывается, там за спиной этих стариков несчастных, их дети и внуки орудуют и пишут слезоточивые жалобы. Но во всем этом надо разбираться. И прежде чем свою подпись поставить, убедиться в том, что вопрос решен или не решен. Это считаю, это обыкновенное хамство. Чиновничье хамство, вот это вот считать людей ни за кого и сидеть на чужие деньги, получая зарплату и корчить из себя там великого чиновника районного масштаба. А это удар по власти. Получается, по данным, которые нам доложил Башманов, по качеству наших чиновников, они в основном слабые, не обученные, но их много. Даже формальная логика подсказывает. Лучше меньше, но наберите нормально. У нас же много образованных людей, молодежи очень много. Наберите, обучите их. Мы готовы послать их в академии государственной службы. Мы готовы помочь им приобрести навыки какие-то. Но мы же сидим вот так, никого не подпускаем. А это сидят и подсовывают вам бумаги, вы подписываете. По земле я прошу вот сегодня окончательно сформулировать какое-то поручение в протоколе и разбазаривать землю и не получать от нее доходы. Такого не бывает в природе. То есть вы сами вот отвлекитесь от своего, подумайте. Землю вы раздали на 49 лет и больше вы ее не контролируете. Бизнес в районе вы не заводите, не развиваете никакие производства, не создаете никакие рабочие места. Я утрирую, конечно, но для того, чтобы понять ситуацию, иногда ее нужно доводить до крайности.
Чиновники сидят, не хотят перед вами ни за что отвечать и так далее. Вот это вопрос, а чем заняты 24 часа? А главные должны работать 24 часа в сутки. Чем вы заняты? Земля не ваша, бизнеса нет, никто к вам не идет ни с какими предложениями о развитии. Строить никто ничего не хочет и не строит, все разбегаются у вас. Тогда для чего там сидеть? Минфин не видит вас вообще, кроме попыток забежать или ко мне, или к председателю правительства и нажаловаться на Минфина, что они якобы чего-то им дают. Вот пора, когда бюджеты надо свои согласовывать. Это самое важное для вас пора. Это начало всей вашей деятельности на будущий год. И вы должны своими зафинами сидеть там в Минфине, приемных, ни на обед никуда не уходить, сколько надо проводить там времени, чтобы согласовать свой бюджет. Это главное, что вы должны сделать на этой стадии. И идти навстречу всем требованиям, которые выдвигает при этом Минфин. И они тогда будут к вам соответственно относиться. Может быть, Сергей Кириллович, подумать и те же главы районов, которые вот так вот легко ко всему относятся, к растрате наших дотаций и финансовой поддержки, может им самим перестать платить?